Эфир нашего телеканала продолжит итоги дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Айсен Николаев представила якутскому парламенту отчет о деятельности исполнительной власти за 2020 год. Новые автобусные маршруты запустили в Нерюнгри на летний период. Насколько они удобны дачникам. В село Биченча Ленского района, которое находится в 60 километрах от города, зашли медведи. Алданские юноармейцы отправились в Москву. Юные защитники Родины представят Якутию на всероссийском слете. А якутские моржи открыли купальный сезон после ледохода. На городском пляже состоялся заплыв, который посвятили Дню полярника и одному из основателей движения. Глава Якутии Айсен Николаев на 27-м очередном пленарном заседании якутского парламента представил сегодня отчет о деятельности исполнительной власти за 2020 год. Наиболее важные итоги прошлого года коснулись работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Основной задачей сегодня для снижения заболеваемости является массовая вакцинация. В целом резервный фонд правительства в течение года был пополнен на 5 миллиардов рублей для финансирования данных мероприятий. Несмотря на мобилизацию медицины на борьбу с коронавирусом, в 2020 году выполнены все задачи по нацпроекту здоровья. Введено 18 ФАПов, врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики, больницы с поликлиниками на 180 посещений Батагая и Верхоянского УЗа. Велась работа по усилению материально-технической базы здравоохранения в промышленных районах, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском. Опережающими темпами у нас идет строительство кардиологического и онкологического центра. Во исполнение рекомендаций парламентских слушаний открылось еще 4 центра амбулаторной онкологической помощи в районах республики, расширились программы онкоскрининга. Кроме того, итоги отчетной деятельности за прошлый год коснулись поддержки экономики региона и мер социальной поддержки семей, а также работ по инфраструктурным проектам. Айсен Николаев отметил, что в 2020 году проект строительства Ленского моста включен в национальную программу развития Дальнего Востока. Утверждены результаты первого этапа проектно-сметной документации. Свое мнение по итогам отчета выразили и руководители политических фракций. По сравнению с предыдущими годами на обсуждение, на решение самых насущных проблем уходили годы, а сейчас решались через несколько дней. И не просто принимались на уровне законов, постановлений, указов главы, они реализовались в жизни. Фракция «Единая Россия» работает совместно с правительством. Сегодня подготовлены и подробно обсуждены, и у нас имеется много законов, особенно социального характера, и мы надеемся, вот те, которые нам не удалось реализовать в прошлом году, мы готовы работать и вместе с правительством принять решение, и не только решение, но и ответственность всех главных задач, которые мы ставим для развития блага людей. Главное, выполнена цель исполнительной властью – это повышение качества жизни каждого гражданина республики за счет роста экономики и развития социальной сферы. Год сложный для всех. Ну, естественно, он нелегкий для главы и для правительства. На них была большая нагрузка, которую было тяжело на самом деле преодолеть, но они, как я понимаю, по отчету смогли. Благодаря, как говорится, худо без добра не бывает. Сегодня справились с тем, что есть возможность именно оценить те погрешности, те недостатки, те минусы, которые были за последние 10-20 лет в образовании, в здравоохранении, в спорте. И, конечно же, это сегодня надо приводить все в порядок. С пандемией мы практически прошли легко, но в концовке расслабились, и сегодня результат такой, что мы одни занимаем из первых мест именно на 100 тысяч населения по заболеваемости. Еще и по смертности у нас увеличилась. Но я думаю, что сегодня с тем проектом, который по вакцинации, по всем вот этим моментам, мы должны будем дальше пойти вперед. Что касается 2020 года, естественно, я думаю, что положительная динамика есть во всем. И я думаю, что в отчете мы это видим и понимаем, что
новая команда, да, которая попала в такие трудные условия, справилась. Мы не будем говорить, что на оценку 5, но на твердую 4 это точно. 2020 год характерен тем, что необычных работала республика, все органы власти, в том числе законодательные, исполнительные, в условиях пандемии. Но очень подробно в своем выступлении заострил внимание. И здесь, что бы хотелось, если комментируя, говорить, обратить внимание правительства, это прежде всего на организацию всей работы на 5-й части территории. У нас 660 населенных пунктов, вахтовиков уже около 50 тысяч. Были у нас серьезные моменты на Чиндинском месторождении. Поэтому вот должна быть общая система, значит, управления и противодействия этому. И, конечно, поддержка предпринимательства. Вот, несмотря на то, что многие большие средства выделены, но не удалось избежать сокращения, значит, и лишения рабочих мест. Это десятки тысяч. Включение наших коренных малочисленных народов Севера, общин, на территории которых идет добыча полезных ископаемых, они должны быть участниками процесса. Наша фракция достаточно долго рассматривали этот отчет. И хотелось бы что отметить. Ну, во-первых, 2020 год достаточно необычный. И это кардинальная перемена устоев в жизни, пандемия, которая произошла, те болезни, которые оттуда к нам казалось, что это далеко. И тысячи эти километров, они достаточно долго к нам идут. Но оказалось, что за 2 месяца, вот там есть теория 6 рукопожатий, что за эти 2 месяца оно добралось до таких даже труднодоступных мест, как является наша республика. Это кардинальная ломка психологии, бизнес-устоев, экономических связей. Это все коснулось нас достаточно сильно за 2020 год. И это мы все услышали в отчете главы. Благодаря работе нашего правительства и Арсения Сергеевича мы дополнительно получили еще порядка 7 миллиардов рублей. И благодаря всему этому удалось сохранить плановые показатели нашего бюджета, которые мы хотели выполнить на уровне 100%, выполнено 98%. С учетом тех положений, которые произошли, того состояния, что было, это очень хороший показатель, мы так оцениваем. И мы поэтому на заседании своей фракции утвердили этот отчет и будем поддерживать отчет главы. Говоря непосредственно о текущей эпидобстановке, 109 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Якутии. Из них 62 в столице региона. По информации оперштаба, 10 человек заболели в Мигино-Кангаласском, по 7 случаев зафиксировано в Сунтарском и Чурапчинском районах. 5 заболевших в Амгинском, по 4 в Усть-Алданском и Нерюнгринском. Еще в 6 районах от 1 до 3 заболевших. За сутки региональные лаборатории провели более 3000 исследований на коронавирус. Также по данным оперштаба в Якутию поступило 196 тысяч доз вакцины против ковида. Первый компонент получили более 148 тысяч человек, вторую порядка 106 тысяч якутян. Таким образом, использовано 76% от общего объема. Как ускорить темпы вакцинации в стране? Надо ли мотивировать граждан прививаться и какова здесь должна быть роль работодателя? Эти и многие другие актуальные вопросы, связанные с прививочной кампанией против COVID-19, обсудили сегодня эксперты и предприниматели на федеральном телеканале РБК. Также они обсудили опыт регионов и посредством прямой связи на вопросы телеведущего ответил глава республики Айсен Николаев. Мы также сейчас приняли решение, что работники госучреждений, органов госвласти будут получать 2 выходных после прививки. Студентов сейчас тоже определенные льготы есть по линии правкома, например, Северо-Восточного федерального университета. Им тоже дополнительно, например, выплаты делаются. И вы знаете, у каждого свое. Я считаю, что все мы заинтересованы в быстрейшей иммунизации, и надо разные меры вводить. Сегодня день российского предпринимательства. Я с удовольствием поздравляю всех предпринимателей и считаю, что как раз массовая иммунизация населения – это самый лучший подарок бизнесу, особенно малому бизнесу, который уже год с лишним несет очень большие потери. Теперь к другим новостям. На переправе Якутск-Нижний Бестях начались паромные перевозки. На линии 6 судов. Движение должно было открыться вчера, но гидрологическая ситуация на Лени помешала планам речников. Сегодня погода улучшилась. С утра проведены пробные рейсы. На реке наблюдается редкий ледоход. Со стороны Даркылаха подготовлены 6 причалов. С завтрашнего дня автомобили будут загружаться на паромы через специальные накопители.
Сегодня очередей особо не наблюдалось, стоимость билетов не изменилась, тариф остается прежним. Во время летней навигации будет действовать расписание движений паромов, а также работает специальное мобильное приложение. Настроение у нас позитивное, боевое, мы готовы, мы ждали этого дня, хотели еще вчера начать, но начали сегодня, задержались, как бы ничего страшного. А сегодня мы работаем, наверное, до вечера по мере заполнения, объемы небольшие, работает всего 6 паромов, всем хватает. И думаю, с завтрашнего дня мы будем пополнять своими коллегами наши ряды. Ну, наш паром относится к числу самых больших, возможно, самых быстрых. Поэтому, я думаю, мы скоро всех вывезем и очередей не будет. Теплоход начал курсировать между населенными пунктами Ленского района. Он охватывает сам Ленск, Пеледуй и Витим. Направление является социально значимым, поэтому тарифы остаются субсидированными. На эти цели из бюджета Ленского района выделено порядка 13 миллионов рублей, говорится в сообщении. Теплоход будет отправляться из Витима ежедневно в 7 часов утра по местному времени. В обратную дорогу пассажиры отправятся в 15 часов дня. При этом перевозчик предупреждает, что фактическое прибытие и отбытие судов может отличаться от расписания в связи с погодными условиями. За проезд от Витима до Пеледуя оплата составит 265 рублей. Новые автобусные маршруты запустили в Нерюнгри на летний период. Движется общественный транспорт по нескольким направлениям прямо к дачным кооперативам. Насколько удобны маршруты, узнала Екатерина Павлова. Первые дачники, открывающие сезон и желающие провести день в своем доме, осмотреть территорию, убраться после зимы и заняться рассадой, спешат к 9:30 на конечную остановку по улице Чурапчинская. В городе автобус движется по маршруту номер 5, а его конечная остановка – дача Комарова. Отправление в обратном направлении в 11 утра. Стоимость проезда – 50 рублей. При предъявлении пенсионного либо другого льготного удостоверения проезд бесплатный. Очень хорошо, что сделали этот маршрут. Очень нужно это, ездить на даче. Не всегда можно на такси добраться. Не у всех есть свой личный транспорт, не у всех есть автомобили. Замечательно. Даже если бы еще сделали почаще бы, не 2 раза в неделю, было бы вообще замечательно. Хорошо, если бы вечером ходил обратно, потому что если бы, может, люди бы с утра бы уезжали, а вечером бы домой возвращались. А так он то, что стоит буквально там часа назад. Это только в этом недочет, наверное, все. Я гость Нерюнгри, вот родственница Кристины. Я вчера только приехала, поэтому, я, конечно, довольна. Как она мне рассказала, что существует этот маршрут, очень удобно. Доедем сейчас с комфортом, и, конечно, дешевле, чем на такси, например. Мы вот все дни ездим, сколько вот автобус запустили, мы вот ездим, нам очень удобно. Вечерами, чтобы автобус был с 7 до 8, в этот промежуток. Нам очень удобно оттуда выезжать в это время. По заказу Нерюнгринской районной администрации на летний период запущен автобусный маршрут не только до дач Комарова, но и до дач Энергетик. До дачи Энергетик автобус ходит в пятницу в 18 часов с города, в 19:30 с дач. И в воскресенье в 17:00 с города, в 18:30 с дачи Энергетик. Стоимость проезда с города 100 рублей, из Сербора 50 рублей. Маршрут новый, обкатывается, так что в дальнейшем возможно дополнение в расписании с учетом пожеланий пассажиров. Кроме того, раз в 2 недели ходит автобус по направлению до Нерюнгринского городского кладбища. В июне он будет курсировать 5 и 19 числа, в июле 3, 17 и 31. Время отправления с конечной остановки улицы Чурапчинской 9:30. Отправление в обратном направлении в 12 часов. Проезд до Нерюнгринского городского кладбища бесплатный. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. А в село Бичинча Ленского района, которое находится в 60 километрах от города, зашли медведи. С подробностями Светлана Балеева. Первый раз косолапые были замечены в деревне 20 мая. По словам главы Бичинчинской администрации, вблизи деревни гуляют 4 хищника. Предположительно, это медведицы с медвежатами. 2 из них – это годовалые особи и медвежонок 3 лет. Первый случай был зарегистрирован 20 мая в усадьбу Николаевых. Зашла медведица с 2 медвежатами прошлого года. И буквально вчера, который вот видео распространено в соцсетях, это 3-летний медведь гуляет на берегу реки Нюя. Обнаружив хищников на слеге, жители пытались их отпугнуть. Медведи ушли, но ненадолго. Вечером 24 мая один из них снова вернулся к селу. Комитетом охраны природы бичинчинским охотникам было выдано 2 разрешения на отстрел медведей. Поселка Бичинча на данный момент мы выдали
на регулирование разрешения на добычу 2 особей бурых медведей. По этому решению охотники села Бетинча будут контролировать ситуацию. Но пока жители не использовали разрешение, они продолжают отслеживать хищников и в случае опасности готовы ликвидировать. Это решение дается только на 1 месяц. Если опять не решится, они нам, они если не уйдут в тайгу, потом, если появятся, они снова, администрация может выходить заново опять. В деревне запрещены выходы на природу, также запрещено выбрасывать на свалку бытовые отходы. Как пояснил нам инспектор Комитета охраны природы, случаи выхода медведей к людям не единичны. В этом году разрешение на отстрел медведей получили 2 нефтегазовые компании и 2 наслега. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. Тротуарную плитку на территории озера Талая в Якутске вновь выложат до конца июля. В этом заверили в региональном управлении архитектуры. Реконструкция озера началась еще 3 года назад в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели федеральный центр выделил более 100 миллионов рублей. Но обновленное общественное пространство горожане, мягко говоря, не оценили. В ситуации разбиралась Ульяна Шагина. Ожидание и реальность. Именно так можно охарактеризовать проведенную реконструкцию на территории Талого озера. Столичный водоем – одно из излюбленных мест отдыха горожан. И картина с дырами на неровно уложенном асфальте, да и провалившаяся тротуарная плитка, конечно же, никак его не красят. Впрочем, горожане смогли найти и другие недочеты. Берега можно доделать, пристань можно доделать. Не нравится вот та вот какая-то деревянная вот эта вот. Мощная такая сделана. Хотелось бы полегче конструкцию вон туда деревянную. Там есть, да, недочет. Есть, да, недочеты? Да. А какие именно? Неровные это. Плитки? Плитки, да. Работы были поделены на несколько этапов. Так, начались с берега укрепления, а закончили обустройством пешеходной зоны вдоль озера. Тендер на последний вид работ выиграла частная строительная фирма, которая клала плитку вплоть до октября, а с оттайкой грунта вся работа пошла на смарку. Главной причиной поздних работ назвали несовершенство федерального закона под номером 44. Иногда до 2-3 месяцев все это продлевается. И мы, конечно же, контракт получаем заключенный только в июле месяце. Вот поэтому и за такой короткий срок нереально выполнить такой большой объем работ. Конечно, прошли на определенный риск, да, принимая все это. Подрядчикам были переговорено все это, что он будет довести все это дело до ума. Согласно этому же закону, сроки на проведение работ также ограничены. То есть подрядчик должен реализовать все средства в том же году, в котором начал, иначе есть риск попасть в реестр недобросовестных подрядчиков. Именно поэтому частные фирмы идут на риски, пытаясь доделать работу, чтобы уже потом в рамках гарантийных обязательств в течение 5 лет устранять все свои недочеты. Сегодня мы приступили к работам, и до конца июля мы закончим все это. Работа в чем заключается? Получается, вы снимаете весь слой, да, заново? Да, получается, плиткой весь слой снимаем, а песок полностью верхний снимается, долаживается новым, утрамбуется, выравнивается и заново ложится. То есть повторная работа в данном случае будет. Управление архитектурой решило не наступать на грабли дважды. И с этого года поменяли тактику, передвинув схему заключения контрактов на конец сезона, а не как раньше на июль следующего года. Так, в прошлом году в декабре мы законтрактовали по 5 общественным территориям, в том числе и Среднеколымск, и Верхоянск. Да? Все материалы завезены, строительные и монтажные работы начаты. Кроме того, в других малых городах региона решили создать специальное муниципальное автономное учреждение. Это позволит заключать договоры на более длинный срок. Кроме того, такие учреждения будут на постоянной основе отвечать за содержание и эксплуатацию общественных пространств. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. Алданские юноармейцы отправились в Москву. Юные защитники Родины представят Якутию на всероссийском слете. Ребят проводила Татьяна Вахнина. Инструктаж пройден, форма одежды проверена, наставления командиров усвоены и, конечно, сборы завершены. Сегодня бойцы Алданского отряда юнармии выехали из Алдана. Они представят Якутию на всероссийском юбилейном слете в Москве, посвященном 5-летию молодежно-патриотического движения «Юнармия». Для нас эта поездка будет, так скажем, неким проявлением самостоятельности и ответственности в большом городе, потому что, мы все очень долго ждали этой поездки, когда
мы все-таки сможем, несмотря на пандемию, полететь в большой город. Артур в полной мере осознает возложенную на него и сослуживцев ответственность и честь. Юнармеец неоднократно принимал участие в региональных и федеральных слетах и форумах. В позапрошлом году, еще в году 2019, ездили в Москву, тоже по поводу мероприятий и проведения, так скажем, строевого смотра. Сегодня Юнармия России объединяет без малого 800 тысяч бойцов. За 5 лет армейскую выучку прошли более 3500 смен. Слет соберет несколько сотен юнармейцев со всех уголков страны. От каждого региона будут присутствовать по 7 юных патриотов. И дети едут туда именно с целью поучаствовать во всех мероприятиях, проводимых Юнармией, различных интерактивных мероприятиях, различных играх. Будет там поделено по площадкам, по интересам, журналисты, спортивная площадка, игровые площадки различные. Программа форума обещает стать очень интересной и разнообразной. Часть обсуждений будет посвящена достижениям юнармейского движения и перспективам его развития. Ребята встретятся с известными людьми, побывают на экскурсиях, для них будут организованы площадки и мастер-классы. Ценным станет обмен опытом. Мы отобрали самых-самых наших настоящих, которые проявили себя, которые характеризуются с положительной стороны, у которых есть результаты в тех дисциплинах, в которые они едут. Поэтому будет Якутия представлена, я думаю, что однозначно на высоком уровне. Юнармейцы проведут в Москве несколько дней. Домой они вернутся в первый день лета. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Тем временем якутские моржи открыли купальный сезон после ледохода в Якутске. На городском пляже состоялся ставший уже традиционным заплыв в рамках празднования Дня полярника. За ходом соревнований наблюдал Дмитрий Тымыров. На старт! Подходим! В этом году соревнования по заплыву проходят уже в 5-й раз. Количество участников рекордное по сравнению с предыдущими годами. Участвовать будет порядка 25 спортсменов. В большей степени все из Якутии, из Якутска. И вот мы с Григорием, рекордсмены Гиннесса, сегодня будем тоже показывать мастер-класс. И на показательных заплывах проплывем с флагами Ассоциации полярников и Якутской Арктики. Нынешний заплыв посвящен памяти Владимира Членова, который внес неоценимый вклад в развитие этого вида спорта у нас в республике. Владимир Михайлович был вице-президентом общества моржей, являлся президентом регионального общества Ассоциации полярников Якутская Арктика. И посвящая ему этот год, спортсмены таким образом отдают дань уважения другу и соратнику. Владимир Михайлович Членов внес огромный вклад в развитие Арктики. И это была его инициатива проведения соревнований в холодной воде. Они начались в 2013 году, и, кстати, он тогда сам тоже участвовал в них, вообще ему в этом деле помогал. Семен Петрович Алексеев, тоже пловец-экстремал. И сегодня в заплыве участвует гораздо больше людей, чем это было в 2012 году. Тогда можно было всех пловцов пересчитать по пальцам, а сегодня их практически уже 20 человек. Заплыв традиционно прошел по 3 дистанциям – 50, 70 и 100 метров. Каждого участника перед стартом осматривает врач, а во время заплыва за ними наблюдают спасатели. Волноваться, впрочем, не стоит, ведь якутские моржи купаются здесь и зимой в минус 45. А сегодня для них настоящее лето. Вода на протоке 202-го микрорайона плюс 3 градуса. Вода тепленькая, нормально. По словам участников заплыва, такое экстремальное хобби – это не только закалка и укрепление здоровья, но и наглядная пропаганда здорового образа жизни среди населения. У нас уже появилась организация «Моржи Саха». И, как говорится, процесс постоянно нарастает, и участников все больше и больше, людей захватывает. И сами видите, что очень многим интересно тоже, так сказать, свои силы попробовать в этом экстремальном виде. По итогам заплыва первые места на 50 метров заняли Раиса Маркова, Василий Кожухов, на 70 метров Екатерина Масакова. А на 100-метровке Александр Брылин оставил позади всех соперников. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. На этом программа подошла к концу. Не забывайте носить маски в общественных местах, регулярно мойте руки и держите социальную дистанцию.
Также немаловажную роль играет вакцинация. Сотрудники нашей редакции уже получили прививки, не оставайтесь и вы в стороне. Спасибо за внимание. До свидания.